Сегодня в Верховном суде вынесли приговор убийцы Максима Стародубова. Резонансное дело расследовалось почти год. Около месяца шел судебный процесс. Погибшего почти неделю искала вся республика. Родные забили тревогу после того, как мужчина уехал продавать свою машину с покупателем и не вернулся. У Стародубова остались жена и двое детей. Какое наказание получил убийца и какова цена жизни, узнавал Артур Шамсудинов. Максима Холостякова обвиняют сразу по 4 статьям Уголовного кодекса. При этом лицо подсудимого выражает железное спокойствие. Оно неудивительно, ведь на скамье подсудимых мужчина не впервые. В свои 34 он уже успел побывать в местах не столь отдаленных за угон, грабеж и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На какой приговор суда? Справедливый. А каким он, по-вашему, должен быть? Как суд решит? Вы раскаиваетесь? Я раскаиваюсь. А ради чего вы его убили? Что он? Стечение обстоятельств. Также спокойно мужчина показывал следователю, как убивал отца двоих детей Максима Стародубова. Вот кадр следственного эксперимента. На погибшего убийца вышел в интернете через объявление о продаже автомобиля. Назначив встречу, Холостяков попросил устроить для него тест-драйв, во время которого они заехали в безлюдное место. О том, что покупать машину мужчина не собирался, говорил арсенал в его сумке. С собой он взял обрез с патронами и нож. Ударил его сюда 2 раза. Вот. После чего он резко открыл дверь и выбежал. Выбежал в ту сторону. Да, пробежал где-то метра 3, шага 3-4 сделал. Я в это время успел, обрез лежал на колене, схватил обрез и выстрелил. Истекающего кровью, но еще живого Максима Стародубова обвиняемый догнал и добил ножом. Тело загрузил в багажник машины и спрятал в одном из гаражей. Около недели погибшего искали всей республикой. Родные до последнего надеялись, что мужчина жив. Но чуда не произошло. Благодаря грамотно спланированной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска удалось вычислить, с кем встречался и созванивался потерпевший, и выйти на след подозреваемого, который вскоре был задержан. Мужчина указал местонахождение тела потерпевшего и местонахождение уже полуразобранного автомобиля. Поначалу убийца говорил, что автомобиль хотел приобрести для жены. Позже следствие установило, ему были нужны запчасти для другой машины. Эксперты оценили подержанную иномарку в 270 тысяч рублей. Цена жизни многодетного отца. Он у меня занимается строительным ремонтом квартир. Нам нужна была побольше машина. Это Шкода Фабия маленькая, стройматериал на ней не повозишь. Мы просто хотели побольше машину. Чтобы заработать деньги? Ну, конечно, это был заработок. За убийство, сопряженное с разбоем, кражу и хищение документов, суд приговорил Максима Холостякова к 16 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить по 700 тысяч рублей жене и детям погибшего. При назначении приговора суд учел сотрудничество Максима Холостякова со следствием, а также наличие у него 3 малолетних детей и отца-инвалида. Именно поэтому срок приговора оказался ниже того, который просил прокурор. Родственники погибшего считают наказание чересчур мягким. Не исключено, что решение будет обжаловаться в апелляционной инстанции. Артур Шамсудинов, Артур Елаев. Новости Уфа.